Всем здравствуйте! Это мы вам покажем на телеканале Якутия-24. Меня зовут Катерина Винокурова. Сегодня мы будем творить замечательные красивые вещи. Что это будет, вы узнаете в процессе. Рядом со мной стоит Галина Остапенко, она начинающий дизайнер. Галина, здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно с вами познакомиться. Вот мы уже успели посмотреть, телезрители тоже могут наглядно увидеть, да? Перед нами корсеты. Да, вот много чего мы шили в нашей программе, но вот корсетов еще не было. И сегодня я так понимаю, что мы вот что-то такое будем подобное делать. Ну, вообще корсеты, здравствуйте еще раз всем телезрителям. Вообще корсет это очень сложное такое изделие, и в рамках нашей передачи, к сожалению, я не смогу показать весь процесс пошива и построения выкройки, но я сегодня хочу показать, как можно сшить начинающим швеям, домохозяйкам, кто творит, любит творчество. И вообще девушкам, да? Да, и вообще девушкам, да. Как можно сшить корсажный пояс. Корсажный пояс, он слишком не утягивает талию, как корсет, например. В корсете допускается утяжка от 5 до 15 сантиметров, а корсаж он максимум 3 сантиметра утягивает. Ну, то есть он собирает просто мягкие части талии. Мягенькие. Да, немножко присобирает и рисует четкий силуэт талии. Ну и подчеркивает, да? И подчеркивает, да. Если, например, эффектно белая рубашка и сверху этот корсажный пояс будет, очень будет эффектно выглядеть. Да, я уже представила. Ну и с чего мы начинаем, да? Я хочу в первую очередь рассказать, какие материалы необходимы для пошива. Вообще можно использовать любую ткань как основу, будь хлопок. Там сейчас очень в тренде из гобелена, вот когда вот такие картины на поясе. Сегодня я выбрала эко-кожу желтого такого цвета. Да, это эко-кожа. Нам необходимо также подклад. Подклад может быть любой, тоже также и хлопок, ну как вам будет приятно, удобно. Дублерин. Дублерины бывают разные. Вот это у нас флизелин, он более тонкий, он такой не из нетканный, то есть он такой, ну да, он, здесь есть слой с клеем, он проклеивает для того, чтобы ткань была стабильна, чтобы она не растягивалась, чтобы она была такая плотная. Но в пошиве корсажа и корсетов я не использую флизелин, потому что, ну, на самом деле, это больше для воротников, там, ну, такие в женской одежде используются, но не в корсете. В корсете используется больше всего дублерин. Есть дублерин такой, называется в простонародье марлевка, она вот такая тоненькая. Ей я обычно дублерю именно подклад. А есть еще дублерин хлопчатобумажный, он такой плотный. И есть еще, кстати, разное нанесение клея. Клей бывает капельным, то есть вы можете потрогать и чувствуются такие капельки. А есть сплошного нанесения, то есть вы клей его не чувствуете, но он очень дубовый. Такой я не рекомендую использовать, потому что, во-первых, в машинке будет очень плохо шить такой дублерин и такую твердую ткань. Сложно, да. И сам корсаж будет такой прям дубовый. И в корсете я его тоже не рекомендую использовать, потому что, ну, его, как сказать, все изъяны будут видны именно в корсете, именно в изделии. Вот. Так, берем на заметку. Да. Поэтому нам нужно что-то более мягкое, да? Да, ну, более среднее. То есть вот я обычно использую капельным нанесением, которое. Также китовый ус, он бывает разный, бывает толще, тоньше, но я рекомендую такой средненький, чтобы он не был совсем такой хлебенький. Вот здесь у меня ширина 6 миллиметров, толщина, по-моему, 1,2. Но вообще у меня закончились сейчас китовый ус такой плотнее, поэтому я взяла такой вот. В принципе, на корсаж его можно использовать. На корсет его, конечно, я не использую. Просто вот заказала онлайн, не глядя, как говорится, и пришел такой. Ну, как бы ничего страшного. Также для
для того, чтобы нам сделать красивые дырочки на корсажном поясе, нам необходим пресс для того, чтобы установить люверсы. Люверсы — это вот сама вот эта застежка, чтобы вот Сзади, да? да, Задняя часть. да. Мгм. Ну, мы в нашем поясе будем впереди его делать, чтобы ну, у нас была вот эта вот застежечка, чтобы вот эта шнуровочка именно впереди была, чтобы вот подчеркнуть эту эффектность. Да. Вот, это называются люверсы, нам вот необходимы люверсы. Так как я использую пресс, который вот такой для профессионалов, который постоянно занимается, Да, и не у всех такой не у есть. всех есть, да, можно в магазинах нашего города приобрести вот такой набор. Это то же самое пресс, только ручной, то есть вы руками можете спокойно сделать. Мгм. Так, для пресса я использую насадки для люверсов и пробойник для того, чтобы сделать дырочки. Вот, ну, вроде вот и все на этом. Начинаем к построению нашего, к выкройке нашего корсажного пояса. Мы ставим произвольно точку на любом, то есть на листе бумаги. Либо это может быть калька, может быть миллиметровка, в моем случае калька. Чертим линию горизонтальную. Наверх мы откладываем от этой точки, откладываем 13 сантиметров. Почему 13 сантиметров? 13 сантиметров это, чтобы для понятия вам, вот эта линия, которую мы первую нарисовали, это линия талии. 13 сантиметров вверх – это среднестатистическое такое расстояние между точкой под грудью и до талии. Да, в нашем случае она не принципиальная, 13, может быть, она и 10, но я строю 13 сантиметров, ну, как бы мне так удобно. А вниз я откладываю 20 сантиметров, это наша линия бедер. Наверх 13 сантиметров – это линия под грудью, а низ 20 сантиметров – это линия линия бедер. Вот. 20-18, тут тоже не принципиально. Вот, мы уже понимаем, какой у нас будет пояс. Теперь нам надо, так как вот в корсаже я говорила, что максимальная утяжка это 3 сантиметра, нам надо от обхвата талии убрать 3 сантиметра. У меня обхват талии 78, получается мы вычитаем 3 сантиметра, это 75. Так, и мы сейчас эти 3 сантиметра должны распределить на нашем поясе. Как я предлагаю вам делать? Вот эти 40 сантиметров делим пополам. Это 20 сантиметров. Это наш бочок, получается, бок. Вот это будет передняя половинка, это спинка. Так. Теперь я хочу, чтобы впереди у нас была застежка, вот, шнуровка. Значит, у нас на спинке будет сгиб. Мы теперь спинку делим также пополам. 20 делим на пополам, это 10. Также мы проводим горизонталь, вертикаль точнее. И также перед мы также делим напополам. Это мы уже теперь понимаем, где будут наши распределены вот эти 3 сантиметра, вот эти наши выточки. Так, ну и получается у нас здесь мы можем оставить, ну, например, 0,5. То есть по 2,5 миллиметра вот сюда. И еще такой нюанс. Мы выточку чертим не к началу пояса, а именно к этим точкам. Это мы не вырезаем. То есть у нас вот она уже первая деталька видна. Здесь мы можем сразу отметить, что 3 сантиметра это у нас будет застежка. То есть вот здесь у нас будут установлены наши люверсы. То есть вот это первая деталька наша. Мы можем даже поставить ее. И обязательно на этих деталях ставим долевую. И также 0,5 на спинку. Чтобы у нас более вот именно очертание было. Ой, извините, ошибку сделала сама же. Видите, вот, то есть мы должны обязательно выточку рисовать вот с этой линии. Вот так. Вот так.
И здесь у нас остается, получается, 0,5. И мы также это по 2,5 миллиметрика. Можно чуть больше, ничего страшного. Это как бы шнуровку вы можете потом расслабить, затянуть. И это как бы, если там прям, но сильно не утягивайте. Вот, ну и получается вот наши детали. Здесь у нас будет сгиб. Вот я уже сразу поставила себе пометку. Вот у нас, так, у нас, давайте отсюда первая деталь. Вот она у нас. Вторая деталь. Ну и вот это получается вот такие. Вот наша деталька. Вот так. Вот и все. Это третья деталь. Вот и четвертая деталь. Отлично. Теперь приступаем к пошиву. К самому интересному. Да. Самое первое, нам необходимо продублировать нашу основную ткань и нашу подкладочную. Переходим на утюг. Положили основную, да? Да, основная ткань. И сверху я приклеиваю дублерин, который хлопчатобумажный. И он сразу клеится, да? Да, он сразу клеится. Вот. Единственное, смотрите, вот она, видите, какая мягенькая такая, и уже становится такая плотная. После глажки. Да. Вот. Так, мы отутюжили, да? Да, мы продублерили, то есть приклеили дублерин. Наши выкройки готовы. И теперь приступаем к раскрою. Я делаю так, приблизительно, например, подклад, то есть нахожу деталь, где написано сгиб, к сгибу прикладываю. Ну, то есть у меня вот прописано также 4, 3, 2, 1. И все, я понимаю, что у меня входят все мои 4 детальки. И теперь беру основную ткань и сверху накладываю. То есть вот таким же образом. То есть вот так вот. И будем кроить одновременно и основную ткань, и подкладочную. Так, все, теперь раскраиваем. Припуск мы делаем 1 сантиметр. Я обычно делаю это на глаз. Если вам это необходимо, то вам лучше очертить основную деталь и причертить 3 сантиметра. Я как бы уже делаю это. Ну что, мы вырезали, да? Да, мы выкроили наши выкройки. И теперь мы можем идти на машинку. Мы с вами берем первую деталь, которая со сгибом. Соединяем, получается, стык в стык с первую деталь из основной ткани и первую деталь из подкладочной. Так, теперь мы берем у нас вторую деталь нашей лицевой стороной. Мы прикладываем, то есть это вот так будет. И наша подкладочная ткань тоже мы раскладываем, чтобы все не запутаться сразу, чтобы все было правильно, аккуратненько. Этот, кстати, пошив вот этого корсажного пояса называется методом чистой запаковки. Я вам потом покажу, почему он так называется. Мы, вот наша талия, да, вот где как раз мы делали наши выточки, мы должны прокладывать именно талию к талии. И вот, то есть потом, вот, значит, да, то есть к краешку, вот так, потом до талии, и потом, видите, она у нас расходится, потому что мы рельеф вот этот делаем, и мы должны потом, когда на машинке будем шить, мы должны будем повернуть ткань. Для начинающих швей я рекомендую приметать ниточками вручную. И теперь уже мы прострачиваем, прокладываем шов где-то, ну, можно сантиметр,
0,7 сантиметров. Но так как у нас господи, припуски были 1 сантиметр, соответственно, мы 1 сантиметр прикладываем. Но вы смотрите по своим припускам. Иголочки обязательно, которые фиксирующие, убирать. Все. И вот у нас вот такая история получается. То есть и с этой стороны у нас уже, видите, изнаночная сторона уже чистенькая получается. И все детали так по мозаике, вот так мы складываем. То есть друг за дружкой. Теперь мы обрабатываем край нашего пояса. Нам для того, чтобы проложить строчку, мы должны аккуратно сложить сам пояс. Вот таким вот образом. Сворачиваем его, и вот это он должен быть оказаться внутри, между лицевыми сторонами наших деталей. И опять же край к краю соединяем и прокладываем строчку на ширину 1 сантиметр нашего припуска. Ну, можно зафиксировать, чтобы она, потому что ткань такая подкладочная, скользкая, чтобы шовчик был аккуратный. Нужно вот так вот. И потом тоже аккуратно на машинке на расстоянии 1 сантиметр убираю все иголочки. Это будет достаточно так проблематично, потому что тут большая толщина, это все мешает. Ну ничего, можно. И также делаем закрепочку обязательно. Теперь мы должны убрать сначала ниточки все, которые нам мешают. И вот таким вот образом выворачиваем нашу детальку. И у нас получается вот такой закрытый край. Мы потом будем делать отстрочку, и весь наш подкладочная ткань она останется с изнаночной стороны. Вот так вот. Такую же историю мы проделаем со второй стороны. Теперь нам надо проложить кармашки для наших туннельных, как бы туннельные ленты мы делать будем. Это такой термин, который используется в корсетном искусстве. Туннельная лента – это то место, куда вставляется китовый ус, который, ну вот наша косточка. Так, мы теперь должны, сначала мы делаем, да, вот это пространство, кармашек такой вот. Мы теперь должны, сначала мы сделать отстрочку на расстоянии от края 1-2 миллиметра, можно даже 3, ну, там ничего страшного, если будет толще. Но самое главное, чтобы изнаночная ткань не заходила на лицевую, чтобы такой вот истории, если вы прострочите, чтобы вот такой истории не произошло, нужно обязательно сделать строчку так, чтобы немножко лицевая сторона заходила, да, выглядывала, или же ребро в ребро, то есть вот, то есть прям вот таким вот образом. Да, чтобы обязательно, чтобы изнаночная сторона не выглядывала на лицевую. Так, теперь мы также прокладываем и обязательно делаем закрепочки. Такая вот у нас история получилась. Также все ниточки мы убираем. Теперь мы от этой строчки мы должны проложить строчку, равную ширине нашего китового уса. У нас китовый ус, я говорила, где-то 0,6 миллиметров. То есть мы должны проложить строчку где-то 7-8 миллиметров.
от этой строчки где-то 7-8 миллиметров отступив, чтобы вот этот китовый ус, мы когда его отрежем, чтобы он спокойно мог туда зайти. Да, залезть. Для пошива эко-кожи вообще требуется специальная лапка, потому что на эко-коже лапка очень тяжело идет. Ну, шить вы начали не так давно, я подслушала, да? Ну нет, шить изделия, вообще любые корсеты я стала шить недавно. Недавно. Да, сравнительно А недавно. вообще шить? А вообще шью я, мне кажется, всегда. Да. Сколько Да, помню. потому что у меня мама моя швея, она у нее 40 лет стажа работы ничего швеей, да. Мы до 95-го года жили в поселке Уснера, и она работала у меня в швейном комбинате. И там, в этом швейном комбинате, мы с моими сестрами младшими проводили очень много Там времени. проходило детство, можно Да, сказать, да, да? да. Да, конечно. Так, можно мне про утюженник? Простите. Да, там проходило мое детство. Мы приходили с сестрами моими и смотрели, наблюдали, как творят эти женщины, которые сидели за машинками. Также мы брали лоскуточки, остатки там от заказов, которые на выброс, и дома шили уже своим куклам. Наши, между прочим, Барби самые модные были среди моих подружек, одноклассниц. А потом я уже начала потихоньку сама себе, в старших классах более, на уроках труда мне очень нравилось шить там фартуки, там юбочки, вот такое все. Потом уже стали обращаться ко мне мои подружки, когда видели, там, что я себе что-то сшила такое интересное. Что-то ушить, перешить, это как бы вообще всегда было в нашей... Без проблем. Да, Да? да. А потом уже как бы появились дети, начала шить детям. Детям шьете, да? Да, конечно. У меня 4 детей, поэтому, как бы, знаете, утренники, Да, еще да, бывает, да, да. когда воспитатели еще там, ой, мы забыли вам сообщить, и срочно, мощно надо какой-нибудь, или сама, знаете, забудешься в потоке всех событий, дел. И за одну ночь можно там Да? что-то, да? Да, вечером начал, Да, да, да. обычное дело. Так, теперь мы разутюжили все, и теперь нам надо опять отстрочить кармашки для наших туннелей. Давайте. Для наших на расстоянии, опять же, где-то 7-8 миллиметров мы прокладываем строчку. Так, подождите-ка со стороны, я не шью со стороны кожи, потому что лапка, она у нас не специальная. Я буду шить со стороны ткани. Вообще на эко-коже лучше иметь специальную лапку тефлоновую. Вот так прокладываем, опускаем лапку. Также делаем закрепочки. И детальки вот так вот немножко растягиваем, чтобы прям натянуть этот шовчик. Один получается кармашек для... Теперь нам нужно проложить строчку для наших нюверсов, для нашей застежки. Это где-то 0,7 миллиметров. Также отступаем от этой строчки, которую мы сейчас только что проложили. Галина, и пока мы в процессе шитья, да, параллельно хочется узнать все-таки, да, почему вы сказали, что в последнее время занимаетесь именно корсетами, да? Почему корсеты? Мне кажется, это очень такая красивая часть одежды, которая корректирует фигуру женщины, делает ее более уверенной.
Женственность, да, Женственность, подчеркивает, да. наверное. А, Я вообще, когда начала смотреть в сторону корсетов, я поправилась в тот момент. Но хотелось, как говорится, все равно оставаться такой же красивой, такой же стройной, с манящими формами, которые были немножко утеряны в связи с родами, с кормлением, как все мамочки. Ну, и когда я сшила свое первое корсетное платье и пришла в нем на корпоратив, я прям себя чувствовала очень уверенной. И я тогда прям поняла, что это мое. Я хочу шить корсеты. И, То есть личное какое-то вот, да, конечно. Мне кажется, отразилось. любая швея начинает шить только то, что ей именно нравится. Например, кто-то нижнее белье шьет, кто-то купальники, там ориентируется на купальники. Мне вот корсет нравится. Я сейчас развиваюсь, конечно, нет предела совершенству, учусь очень много, стараюсь изучать разные методики пошива, разные методики конструирования корсетов. Их очень много на самом деле. Есть и авторские, есть и такие классические, но хочется изучить этот момент очень досконально и совершенствоваться каждый раз. Ну, мы вот как раз на манекене видим, да, красивое белое платье, корсетное, да. Вы сказали, что с этой работой вы принимали участие в каком-то конкурсе, да? Да, я в этом году участвовала в проекте, называется «Подиум». «Подиум» – международный такой конкурс. Мы там проходили обучение, и в рамках этого обучения у нас был конкурс среди участниц. Мы создавали коллекцию из 3 платьев, и вот это одно из платьев, да, моей коллекции, которая называется «Лед». Очень Вот. красивое, да. Да, вот такая вот история у нас получилась. Так. Это наши будущие застежки. Сейчас нам надо пойти на утюг, это все проутюжить хорошенько, все наши швы, чтобы они были плоскими. И потом мы будем также делать отстрочку для туннельной ленты. То есть на каждом шве мы будем прокладывать такие же кармашки для наших будущих косточек, для наших